Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня с вами я, мама Гуля. Сегодня суббота. Приедут ко мне брат с женой, придут дети. Я накрываю стол. Поставила я мясо вариться, большую курицу поставила вариться. Любимый салат свой сделаем. Вакбелиш испеку. Так помаленько немножко. Сил у меня много что-то делать нету. Брат в основном с женой приезжают мне помогать в огороде. Да по хозяйству что-то делать. Особенно в теплице надо мне работать. У меня сил пока нет. Слабость. Когда стою, ничего. Когда лежу, сижу. Как только начинаю ходить, у меня одышки. Наверное, что-то с сердцем. Дали мне направление на ЭКГ. Я думала, с понедельника начну. Вчера я в центре была, заходила в платную клинику узнавать, когда можно делать УЗИ сердца. Записали меня на сегодня, на 5:30. УЗИ приезжает раз в 2 недели. 2 недели я ждать не буду. Мне надо будет с понедельника начинать ходить к врачу. Туда надо будет мои анализы, ЭКГ, УЗИ сердца. Я сразу вчера прошла ЭКГ платным. Там недорого. Город, когда я ездил, там ЭКГ снимают за 200 рублей, а у нас 150. Цены приемлемые. Я не знаю, сколько стоит УЗИ сердца, сколько бы ни стоило, надо мне снимать. У меня есть, конечно, проблема немножко с сердцем. Чтобы правильный диагноз поставить, решила я делать УЗИ сердца. Так по дому все помаленьку делаю. Больше хожу на свежем воздухе. Как хорошо, что весна. Иногда выхожу вечером на прогулку. Вчера тоже вышла на прогулку. Дул немножко ветер, какой-то свежий. Чувствуется, что весенний ароматом ветер. Вакбелиш я делаю из левера. Я рецепт вам показала. Ничего не буду говорить, что и сколько. Мой брат очень любит вакбелиш. Хоть с мясом, хоть с левером, хоть чем. Найля жене всегда его балует. Никогда не ленится. Повезло им. Брату с женой, а жене с мужем. Дай Бог им здоровья на долгие годы. Брат очень за меня переживает. Каждый день то Найля жене, то брат звонит. Спрашивают, как я. Предупреждают, чтоб я через силу ничего не делала, чтобы побольше отдыхала, чтобы я берегла себя. Как же вы, мои подписчики. Спасибо, конечно, всем. Мне приятно. Именно в это время мне нужна ваша поддержка. Моральная поддержка. Я когда читаю ваши комментарии, я даже о болезни забываю. Сегодня брат хочет мне в теплице перегородки поставить. То есть грядки делать. У меня есть доски. Вот что-то хочет смастерить. Скоро у них тоже начнутся дела к саду. У них есть сад. До этого вот они хотели мне с чем-то помочь. Хорошо, что они у меня есть. Я радуюсь, не нарадуюсь. Да и дети тоже помогают. Но дети работают. У них семья. Они скоро переедут в частный дом, где жила свекровь. Там будут все сажать. Поэтому там тоже дел очень много. Зять там занимается ремонтом. Все-таки там тоже во дворе надо убираться.
хочет дома делать туалет. Канализация есть у них. Дети начали учиться. Сегодня выходной. А в второй школе у нас каникулы. Девочки отдыхают. Наверное, тоже с понедельника пойдут в школу. У нас 5 недель учатся. На 6-ю неделю отдыхают. В воскресенье приедет мама мальчиков. Она уже едет. Вчера мне сноха вечером звонила, что в воскресенье к обеду, наверное, приедет домой. Потом придет навестить детей. И тоже хочет помогать мне. Тоже просит, чтобы я ничего такого не делала тяжелое. Она у себя не будет в огороде ничего сажать, потому что она месяц отдохнет и уезжает. А кто будет за огородом смотреть? А Слава у меня не занимается огородом. Да у них там и огород-то не на ровном месте. Там гора, тяжело ходить. Но я со снохой поделюсь урожаем. Мне не жалко. Лишь бы был урожай. Опека детям дает лагерь. Летом будут дети отдыхать в лагере. Я записала на 2-й поток. Потому что первый раз, когда они отдыхали у меня в лагере, я записала их на 1-й поток. Это по желанию. Я одевала новые вещи, красивые, и они приехали у меня. Все вещи в краске. Видимо, вся краска до конца не высохла, и мои дети испачкались. Поэтому я хочу отправить их, когда все это высохнет. И поэтому я хочу их отправить на 2-й поток. Детям там интересно. Разные развлекательные игры, дискотека. Приезжают из многих городов. Наверное, посещение не разрешат. Обычно я забирала своих внуков в пятницу вечером или в воскресенье вечером отвозила, или понедельник утром. А сейчас из-за пандемии, наверное, передачу могут разрешить, а посещения нет. Зато наши дети отдохнут, они от меня отдохнут, я немножко от них отдохну, и будем скучать. Обычно я своих внуков в лагере и в санаториях оформляла в одну группу. А в этом году у меня Кирюша, видимо, повзрослел. Хочет своими сверстниками заселиться. Маленькие, говорит, сильно шумные, не дают отдыхать. Ну, конечно, у подростков, наверное, свои разговоры, свои увлечения, свои вкусы, как говорится. В этом году они будут в разных группах. Но все равно будут встречаться они в лагере. Старший будет за младшим присматривать. Позвонила мне сейчас младшая сестренка Машенька из Наваи. У них жарко уже, душно, говорит. Со здоровьем нормально, говорит. Получает лечение. Вот так. Все мы болеем да болеем, болеем да болеем. Очень переживаю за нее тоже. Если все будет хорошо, она приедет сюда отдыхать летом. Все-таки здесь для нее не жарко. Поздравляю всех с месяцем Рамазан. Многие держат уразу. Дай Всевышний вам выдержки, легкость. Я думаю, это тяжело целый день не пить, не кушать. Это у православных можно кушать. Что-то положено у православных, что-то нельзя, но воды можно сколько угодно пить. А у мусульман нет, нельзя. Мне поститься никогда не пришлось. Раньше была молодая, а сейчас здоровья нет. А сестренка Маша у меня уже, не знаю, больше 10 лет, наверное, считает намаз. Каждый год постилась она, а в этом году нельзя ей. Тоже очень переживает. Хочется, говорит, тоже держать уразу. Не получается. Сын ходит в мечеть. Тоже уразе он. В Узбекистане
много верующих соблюдают пост. Сестренки у меня каждый год всей семьей постились. Да там многие постятся. А у нас не так. А у нас очень мало. Пожилые все больные. Помните, я в прошлом видео показала, что я купила киндзамраули, грузинское вино, во время Рамазана, чтобы я не справляла день рождения. Я день рождения не справляю. Да и не хочу. День рождения справлять надо вовремя. Я справляла всегда юбилеи. А в прошлом году мне не пришлось юбилей справлять, потому что я похоронила мужа. Не до юбилея было. А в этом году на свой день рождения я заболела. Все равно я бы не справляла, но дети все равно пришли бы. Брат бы с женой приехали. Так посидели бы. Но раз не получается, ничего не поделаешь. Лишь бы было здоровье, не в день рождения дело. Вот мой вакбалеш. Сейчас отправляю в духовку. Пока пусть печется. Сегодня у нас очень тепло. 20 градусов. Появляются нарциссы и тюльпаны. Снега вообще мало. Мы отсюда и не раскидываем. Пусть влага впитывается. А здесь уже все. Здесь я немножко убиралась. Будем сегодня топить баню. Здесь тоже немножко прибралась. Надо будет печку побелить. Из клубники мои. Здесь в прошлом году посадили чеснок, когда брат с женой приехали. Вот чеснок появляется. Вот зимний лук появляется. Здесь у меня ремонтантные клубники. Тоже вон. Все живы-здоровы. Все появляются. Прибралась немножко в огороде. Собирала прошлогодние листья. Здесь все у меня вскопано было. Вон там чуть-чуть снег остался. И вон там чуть-чуть. Так светит солнышко, тепло. А в теплице вообще жарко. Вот у меня пока так. Брат приедет, что-то сделает. Потом я вам покажу. Потом потихоньку смогу что-нибудь доделать. Слышите? Азан читают. На этом я свой влог маленький заканчиваю. Желаю вам всем здоровья, удачи, благополучия и любви. Всем пока-пока. До следующих встреч.